Армстер, казах, Туран еле. В сегодняшнем видео я хотел затронуть ту же тему, что сейчас затрагивают многие блогеры. Это тема строительства атомной электростанции в Казахстане. Я против этой идеи я был против этой идеи еще в 2019 году, когда Токаев, Путин поднимали эти вопросы о строительстве АЭС в Казахстане. Почему я против? Вы, наверное, слышали много обоснований, что АЭС в Казахстане строить нельзя. Это первое. Это экономический фактор. Второе – это экологический фактор. И третье – это политический фактор. Первое, экономический. Данная атомная электростанция в Казахстане, в Балхаше, в поселке Улькен, будет строиться примерно 10 лет. Это стабильный средний возраст, время строительства. Так вот, у нас это строительство будет длиться примерно до 15 лет, если не больше. Почему я так говорю? Потому что вы, наверное, все знаете, ЛРТ в Астане, в столице Казахстана ЛРТ, легкорельсовый транспорт, строится у нас с 2017 года. 1,5 миллиарда долларов было туда вбухано, и так оно стоит. Вот сейчас только, по-моему, с этого года начали строить это ЛРТ. Далее. Затраты на эту атомную электростанцию у нас уйдет примерно, сейчас по подсчетам, 15 миллиардов долларов. Но с учетом того, что в Казахстане есть такая специфика властей, как коррупционная составляющая. То есть коррупция, мздоимство, воровство. Тот же самый ЛРТ. Как он строился? Он строился с огромными коррупционными схемами, воровством, когда миллиарды тенге воровались. Там было очень много посажено. Кого-то выпустили на условно-досрочное освобождение. Вы сами это прекрасно понимаете, все знаете. Любая стройка, любое крупное какое-то финансово-материальное, затратное, организационное мероприятие в Казахстане – это всегда коррупционная составляющая. Это необходимо понимать нам всем. Так вот, примерно уйдет, по смете, как они говорят, 15 миллиардов. Но с учетом этого, с учетом коррупции и с учетом того, что эта стройка будет длиться 15 лет, а может быть и больше, то и, соответственно, уже денежные затраты будут не 15 миллиардов, а, возможно, 20-25 миллиардов, если не 30 миллиардов долларов. Так вот, эта электроэнергия, производимая атомной электростанцией, будет, вы что думаете, будет дешевая? Ни в коем случае. Эти денежные средства властям необходимо будет отбивать. Правильно? Как они будут этим отбивать? Они будут увеличивать стоимость электроэнергии. То есть в продажу потребителям, нам с вами, эта электроэнергия будет дорогой. По некоторым подсчетам экономистов, от 60 тенге и выше. Теперь думайте, через 15 лет какая будет электроэнергия. Это мы сейчас говорим 60 тенге, а через 15 лет это будет, может быть, уже не 60 тенге, это может быть и 120 тенге, и 150 тенге, и 200 тенге. Надо ли нам такая электроэнергия? Дорогая электроэнергия? Конечно же нет. Потом, я сказал по экономическому обоснованию. Теперь по экологии. Любая эксплуатация атомной электростанции впоследствии принесет экологический урон.
И как бы там нам сейчас не говорили с высокой трибуны Акарды, тот же Токаев, что вот мы, построив АЭС, будем развивать зеленую энергетику, это все неправда. Атомная электростанция не может быть зеленой. Зеленая электростанция, зеленая электроэнергетика, энергией, да, может быть солнечная, ветровая, гидроэлектростанция. Вот они, можно, да, сказать, что это зеленая энергетика. А атомная электростанция, ее эксплуатация, она не может быть зеленой энергетикой, характеризоваться как зеленая энергетика. Почему? Потому что любая эксплуатация АЭС в течение 10-5 лет будет иметь отходы, отбросы. То есть такое химическое, да, вредоносное, экологически опасное, вредное для здоровья человека и окружающей среды, как тритий. Так вот, по истечении эксплуатации атомной электростанции будут отходы, отработанный уран. Где этот отработанный уран будут хоронить? Где будут его складировать? Это сейчас большая проблема, экологическая проблема, политическая проблема всех высокоразвитых государств, которые эксплуатируют атомную электростанцию. Вся Европа сейчас задается вопросом, где, куда можно будет спрятать, схоронить эти отходы. Вот, это очень большой вопрос. Вот. И если у нас люди, которые во власти сидят, которые не думают об этом, которым плевать на будущее поколение казахов, которые завтра будут жить у нас в Казахстане через 50, 100 лет, 150, 200 лет. Какую страну, какую землю мы им оставим? Почему они живут сиюминутными благами, сиюминутными интересами? Надо же думать стратегически, надо думать государственным мышлением. А вся эта власть, которая сейчас сидит, это, я считаю, временщики, которые выполняют определенные указания, задания сверху, вот, и начинают пропагандировать здесь по строительству атомной электростанции. Как мы знаем, на пропаганду строительства атомной электростанции Акарда потратила 15,5 миллиардов тенге. Депутаты эти ездили, катались по Казахстану и агитировали. Я считаю, можно сказать, что просто приседали на уши людям. Я выразился таким простым языком, народным. Я люблю иногда высказывать простым народным словом. На самом деле так оно и есть. Любая атомная электростанция, ее срок это 35-40 лет. После этого ее необходимо будет демонтировать. Это относится к первому фактору, который я говорил ранее, экономическое обоснование, что демонтаж атомной электростанции это еще примерно 15 миллиардов долларов, чтобы ее демонтировать, чтобы ее локализовать, все эти другие последствия, которые будут в этом демонтаже после эксплуатации атомной электростанции. Вы понимаете, что на самом деле сейчас строительство атомной электростанции, ее эксплуатация, это применение устаревших технологий по добыче электроэнергии. Сейчас в новом инновационном, технологическом, цивилизационном таком мире производство электроэнергии проводится другими методами, методами зеленой энергетики. Как я говорил ранее. Теперь смотрите, два фактора я вам обосновал. Экономический и экологический. Сколько будет больных онкозаболеваний в том же поселке Улькен, близлежащих, прилегающих территориях. Не забывайте, что атомная электростанция это будет на побережье озера Балхаш. Озеро Балхаш мелеет. Озеро Балхаш не имеет прямых открытых доступов путей, водных путей, имею в виду, к открытому мировому океану. То есть вода в Балхаше,
она застаивается. И эксплуатация атомной электростанции в любом случае будет сказываться на озере Балхаш, на флоре и фауне озера Балхаш и прилегающих к ней территорий. Многие казахи сейчас купаются, добывают рыбу, да, ловят рыбу, вот, имеют какие-то определенные да, сферы сближения, да, с вот этой флорой и фауной озера Балхаш. Но когда будет атомная электростанция, все это может быть уничтожено. Вот недавно посмотрел я видео, где в поселке Улькен опрашивали местных жителей. Я считаю, что эти жители просто немного наивно относятся к тому, что будет, что такое АЭС. Там говорят некоторые, что вот при строительстве АЭС там будут применяться новейшие технологии. В 1979 году, когда строили атомную электростанцию в Соединенных Штатах Америки в городе Трим-Айленд, когда произошел взрыв атомной электростанции, там тоже говорили при строительстве, что будут применяться новейшие технологии по последнему писку науки. В 1986 году, когда построили атомную электростанцию в Чернобыле, то же самое. По последнему слову техники и технологиям были построены вот эти атомные электростанции в Чернобыле. Что произошло с атомной электростанцией в Чернобыле? Произошел взрыв в апреле 1986 года. В японском городе Фукусима в 2011 году, когда эксплуатировали, когда строили Фукусиму, атомную электростанцию в Фукусиме, то же самое, применялись последние новейшие технологии. Но определенные факторы, субъективные и объективные, могут способствовать взрыву, потому что мирный атом, он может в любой момент превратиться в опаснейший атом, приносящий гибель и смерть окружающей среде и человечеству. Так вот, как бы сейчас ни говорили, что будут применяться какие-то определенные технологии, человечество еще не научилось управлять, контролировать и использовать безопасно атомную энергетику. Это необходимо понимать всем. Как бы сейчас красиво ни говорили эти ядерщики, физики, ученые от атомной сферы, они, конечно, вынуждены это говорить. И они будут говорить, потому что они заинтересованы в этом. Они будут получать заказы, они будут работать над проектами, они будут работать, строить, эксплуатировать, да, зарабатывать деньги на строительстве атомной электростанции. А то, что будет там через 20, 30 лет, 50 лет, их это не волнует. Это волнует нас, патриотов Казахстана. Теперь политический фактор. Кто будет строить атомную электростанцию? Депутат парламента Толыкбай сказал, что атомная электростанция будет строиться якобы в консорциуме там, с представителями нескольких стран. Японии, там, США, Южной Кореи, Китая, России. Я сразу могу сказать, что с политической точки зрения участие России и Китая в строительстве атомной электростанции это уже предпосылки угрозы нашей территориальной независимости, да, нашей экономической, политической безопасности Казахстана. Это две мировые державы, которые имеют агрессивную внешнюю политику. Вот. У Китая имеются такие натянутые, да, можно сказать, очень жесткие, напряженные отношения с 17 странами мира. И в основном эти страны являются их соседями. Все мы понимаем, что такое Россия при нынешнем политическом режиме Путина, который ведет агрессивную фашистскую оккупационную войну в Украине, когда посягается целостность, территориальная целостность и независимость независимого государства, признанного международным правом сообществом ООН Украины. Она ведет сейчас эту войну за существование самого государства Украины. Так вот,
Росатомпром, представитель России, будет участвовать в строительстве атомной электростанции. Это уже опасно. Сейчас у них идет война в Украине. Да? Все мы понимаем, что западная Запорожская атомная электростанция является объектом манипулирования, спекулирования, давления, да, политическое давление в отношении Украины на все мировое сообщество. Представители МАГАТЭ сейчас ведут также осторожную политику, стараются не злить Путина, идут на определенные уступки, предлагают, требуют, да, чтобы атомную Запорожскую электростанцию вернули Украине. Однако этого не происходит. Путин на все, как говорится, плевать хотел. Так вот, любой удар Путина тактическим ядерным оружием по атомной электростанции, допустим, да, или ракетные удары баллистическими ракетами, ракетами да, вот, ракетными установками С-400 или кабами, там, которые весят 500 килограмм, тонна. Да, представляете, если будет удар по этой Запорожской атомной электростанции, что там может произойти? Ядерный взрыв, экологическая катастрофа, бедствие. Вся Европа, часть центральной России, все будет заражено. И это зараженные вот эти облака будут заражать весь окружающий мир, все человечество. То есть Украина сейчас получается очень зависима от России. Зависит Европа от России только одной Запорожской атомной электростанцией. Там еще рядом Курская атомная электростанция тоже сейчас находится под угрозой попадания артиллерийских обстрелов. Вы понимаете, да? Какая это огромная угроза. Экологии угроза. Политическая, экономическая. Во всех отношениях это очень опасные такие процессы. Недавно летом было в новостных средствах массовой информации тоже якобы информация о том, что в Ростовской атомной электростанции произошла авария, утечка урана. Тоже, конечно, доступа к Ростовской атомной электростанции не было ни у кого, но любой слух имеет какое-то под собой обоснование, основание. То есть не просто так об этом говорили. Вот. Россия это закрытая страна, которая, скорее всего, завуалировала и утаила какие-то определенные, да, сведения по аварии на Ростовской атомной электростанции. Так вот, Соединенные Штаты Америки, Франция и другие государства топливо на эксплуатацию атомной электростанции берут у кого? Берут у России. То есть даже весь мир бывает, да, в атомной электроэнергетике зависит от России, от поставок обогащенного урана, производимого Россией. То есть Казахстан будет зависеть от России в любом случае. И если у нас будет война с Россией, допустим, вдруг там больные головы имперцев в России захотят отнять северные территории Казахстана, то, скорее всего, будет война с Россией. Вы представляете, что атомная электростанция Балхашского Улькена будет под угрозой удара. То есть пол Казахстана также будет находиться в зоне опасности. Почему вы, политики в Аккорде, министры, депутаты, Токаев, почему вы об этом не думаете? В будущем агрессия, имперская политика, внешняя политика России, государственных деятелей, депутатов Государственной Думы. Вспомните Федорова, Никонова, того же покойного Жириновского, Лимонова, Проханова, Солженицына того же, который является идеологом всего этого, да, что северные территории Казахстана это исконные земли России. Вот. Караганов такой есть идеолог, любимый идеолог Путина. Вот. Что они говорят в своих словах? Ведь их слушает большая часть России. Это пропагандируется агрессия в Казахстане. И вот сейчас вы хотите построить атомную электростанцию. Вы понимаете, что вы тем самым нашу страну, наше будущее ставите под угрозу
завтра внешнего воздействия со стороны России, да любой страны, того же Китая. Балхаш мелеет. Если Китаю необходимо продавить что-то, они просто будут перекрывать нам водные ресурсы. Сейчас очень большой вопрос также стоит и с Афганистаном, который сейчас строит плотины. То есть мелеют наши водные, да, вот эти артериальные такие вот эти системы, которые будут также способствовать экологическому бедствию. И вы хотите построить атомную электростанцию. Политически мы будем зависеть от России. Ну как вы этого не понимаете? Вы, большая часть вот ваших чиновников, которые в Аккорде сидят в министерствах, имеют недвижимость в России на Рублевке. Конечно, вы будете проталкивать интересы России, интересы строительства атомной электростанции. И как бы вы ни хотели, как бы вы там ни говорили, что будет консорциум представителей других стран, без России строительство и эксплуатация атомной электростанции не получится. В любом случае Росатомпром будет участвовать и будет там представлять свои интересы. То есть интересы России в атомной электростанции в поселке Уркен. Это надо понимать всем нам, казахам. Наше будущее должно быть в наших руках. Вот. Все угрозы, все опасности, которые существуют, мы должны их нейтрализовать. Сейчас, на данном моменте, когда идет война, экзистенциальная война в Украине, когда имперская, фашистская, политическая правящая верхушка Путина у власти, как вы можете ставить такие вопросы о строительстве атомной электростанции? С учетом того, что 7 военных полигонов России находятся в Казахстане, что рядом с этим поселком Улькен на атомной электростанции будут находиться военные российские базы. Как вы этого не понимаете, как вы этого не хотите понять? Сколько можно продавать нашу страну, сколько можно быть продажной швалью, продавать интересы Казахстана? 32 года правления Назарбаева мы были задним двором России. И сейчас мы продолжаем быть задним двором, обхожим местом Путина, Кремля. Хватит. Казахстан — это независимое государство. Мы должны быть независимы от всех. На первом месте должны быть стратегические интересы Казахстана, территориальной целостности, экономической, политической независимости и безопасности. Это должно быть на первом месте. А что вы делаете, вы, Токаев? Вы, министры, депутаты. Чем вы думаете? О чем вы думаете? Вы хотите ублажить интересы Токаева? Подмахиваете ему? Боитесь за свое кресло, потерять свои кресла, свои зарплаты хорошие? Министерские кресла, должности? А кто позаботится об интересах Казахстана будущего? Хотите электроэнергию строить? Стройте, которая в 6 раз будет дешевле, которая в 5 раз будет быстрее. Солнечную, ветровую электростанции, газовую электростанцию. Энергетический Казахстан, энергетическая держава, как Казахстан, будет строить атомную электростанцию. Но это же уму непостижимо. Вы что творите со страной, Токаев? Хватит, Токаев. Опомнись, остановись. Твоя родина не Россия, твоя родина Казахстан. Понимаешь ты это? Поэтому ты должен думать о Казахстане. Постройте, где Джунгарские ворота, ветровые станции, там круглый год ветра. Постройте на юге Казахстана несколько, десятки солнечных электростанций. Постройте газовую электростанцию. У нас газа много в Казахстане. Национализируйте, заберите, отнимите у олигархов, которые присосались к нашим природным ресурсам, газовой отрасли, к нефтяной отрасли. И все будут блага. Ограничьте действия и эксплуатацию майнинг-ферм, где безбожно тратится электроэнергия Казахстана. Почему они платят по 2 тенге хозяева майнинг-ферм за вот этот киловатт света, электроэнергии? Потому что есть такая информация.
Вот этими вопросами надо решать. У нас, помните, в 2019 году был взрыв военных складов в городе Арысь, когда жители Арыся бежали со своего города, со своих домов, потому что были взрывы. Это было в мирное время, это было военный склад. Город Тарас. По-моему, 7 пожарников погибло там, пожарных спасателей. Около Тараза также взорвался военный склад. В мирное время, вы представляете? А что будет с атомной электростанцией? У нас нету своих ядерщиков, физиков. У нас нету своей интеллектуальной, научной базы, чтобы эксплуатировать эту атомную электростанцию. Кто будут эти инженера, которые будут там работать? Это будут с России инженера, это будут российские физики, ядерщики. Это будет обогащенный уран вместо топлива. Вот. Мы будем зависеть от России. Токаев, опомнитесь. Токаев, опомнитесь. Я в 21 году на мирном митинге в Кокшетау в январе 21 года, я вам предлагал захватить власть в свои руки. Ограничить Назарбаева и Масимова от власти. Вы это сделали ровно через год, в январе 2022 года. Но что вы сейчас сделаете? Я просто не думал, что Токаев такой может быть, такую свинью подкласть под будущее Казахстана. А я считаю, что это настоящая свинья под будущее Казахстана подставляется. Опасность и угроза атомной электростанции налицо. Почему закрывают политические аресты происходят, политических активистов? Зачем проводить репрессии? Токаев, вы же были в ООН, вы же учились, по-моему, часто были там, представляли интересы Казахстана на Западе, в цивилизованной демократической сфере вы были, находились в этих странах. Там же такие не проводят политические аресты, гонения, аресты на долгие десятки, на 5, на 10, на 8 лет. Что вы делаете из страны Казахстана? Мы настоящая, получается, сейчас полуколония России. У нас фактически нету своей независимости. Мы до сих пор полуколония России. Так получается. Еще с 2003 года Путин хотел построить в Казахстане атомную электростанцию. И сейчас вы, Токаев, сейчас проводите это, хотите провести это. Я не верю в этот референдум, потому что любые выборы, референдум, проводящие властью, без представителей независимых организаций, независимых активистов, все можно спокойно фальсифицировать. Сфальсифицировать, я повторяю. Ни одни выборы в Казахстане, проведенные авторитарным политическим режимом Назарбаева, не были признаны ОБСЕ, ПАСЕ, как соответствующие международным нормам, демократическим правам. Были фальсификации, грубейшие нарушения закона о выборах. И сейчас этот референдум. Уже в Google картах указывается поселок Улькен как атомная электростанция. Неужели получается, вопрос решен, получается, что строительство атомной электростанции уже решенный вопрос, а тогда зачем этот референдум проводить? Тратить 15,5 миллиардов тенге, чтобы пропагандировать идею строительства АЭС. Вот такие у меня вопросы. Меня зовут Аслан Курманбаев, я являюсь инициатором движения «Туран». Я казахский националист, национал-демократ, продолжатель дела партии Алаш Алихана Букиханова. Я, конечно, понимаю, что за это видео я могу быть подвержен наказанию, подвержен быть политическим гонениям. Все может быть после этого видео, но я не мог промолчать это, промолчать перед будущим поколением Казахстана, перед моим народом. Моя совесть чиста, я всегда был за интересы Казахстана, вне зависимости от того, кого я критикую: Токаева, Назарбаева, Масимова, Аблязова, Джакишева и других. Я всегда буду на стороне интересов простого казахского народа, территориальной целостности казахского государства, экономической и политической независимости Казахстана. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube канал Движение Туран.